Довоенное поколение, воспитанное на книгах, подметило, что нынешняя молодежь больше времени проводит у экранов телевизоров. Приключенческие фильмы, захватывающие сериалы, музыкальные программы – все это в больших количествах поглощают наши дети. Неужели книга совсем ушла из современной жизни? Задавшись этим вопросом, мы направились в Национальную библиотеку имени Ивана Попаскир. История библиотечного дела в Абхазии берет свое начало с частной коллекции 1900 года. В 1921 году на базе этой коллекции был создан оплачиваемый штат из 4 человек. Республиканская библиотека тогда находилась на берегу, в здании бывшего АБНИ. И только в 1980 году библиотека заимела собственное типовое здание, а в 1997 году ей был присвоен статус национальной. В Абхазии до войны функционировало 420 библиотек с книжным фондом в 7,5 миллионов экземпляров. А сейчас 35 библиотек с общим книжным фондом всего в 1,5 миллиона экземпляров. Огромное количество книжного фонда было уничтожено во время грузино-абхазской войны. В июле месяце 1993 года 2 танка подошли к зданию Национальной библиотеки со стороны улицы Лакоба и обстреляли в цокольную часть здания. Планировалось именно снизу поджечь здание. И когда уже здание загорелось, танки уехали, но жильцы, сотрудницы, которые жили рядом с этим зданием с ведрами и морской водой, потушили горение библиотеки. Глядя на почерневшие от сажи книги, понимаешь, враг хотел не только уничтожить физически, он пытался истребить и культуру народа. Но коллектив сохранил и приумножил все существующие издания книжного фонда. Этот зал является хранилищем национальной краеведческой литературы. Здесь представлена первая печатная книжка Дмитрия Гуля, которая была издана в 1912 году. С этого момента по настоящее время все книги, которые мы имеем, здесь представлены вот в этом фонде. Библиотека состоит из 8 отделов. Отдела хранилища, читального зала, литературы по искусству, иностранной литературы и отдела абонементов. Библиотека пополняется за счет бесплатных экземпляров из местных изданий, гуманитарных пожертвований местных жителей, а также международных организаций. Так, например, 3 года назад английский посол, господин Джентлс, подарил уникальное собрание из 100 томов, произведения лучших прозаиков мира. Это новые поступления, а старые здесь уже собираются реставрировать. И для этого мной создается реставрационный участок. В принципе, станки уже для переплета книг подготовлены. Не настолько профессиональный кадр, переплетчик у меня есть, а то, что касается технологии изготовления самого, расшивка этих тетрадек и так далее, мы это осваиваем. Эту технологию мне знакома. Через год, я думаю, что мы все книги, которые находятся в ветхом состоянии, которых нужно спасать, приоритетные, будем их восстанавливать. Национальная библиотека имени Ивана Попаскир сохранила связи с Россией, с Ленинской библиотекой, с публичной Московской библиотекой имени Некрасова и другими. Оттуда много книг присылают в дар. 4 года назад здесь ввели платные услуги. Они обычно идут на доплату сотрудникам библиотеки, но коллектив решил использовать эти деньги для закупа литературы. Закупают же в основном учебную вузовскую литературу и для средних учебных заведений. К десятилетию Победы у нас в каждом отделе имеются тематические выставки по хронике войны. Они в каждом... Дело в том, что каждый библиотекарь, имея свое видение, создали уникальные выставки с выдержками, с цитатами о войне. Последние 2 года увеличилось количество читателей, считает директор Национальной библиотеки Борис Шаликович Чулария. Возрастная группа – это в основном студенты АГУ и других учебных заведений, среднеспециальных заведений, учащиеся,
Конечно, научные работники, это преподаватели вузов, соискатели, их очень много у нас сейчас появилось. И, между прочим, те, которые находятся на соискании в Российской Федерации, они тоже приходят к нам, мы на них тоже работаем. Иногда наши книжечки, мы даже пишем справочки, выдаем книжечки за пределы республики, в России занимаются нашими книжками. Что же читает нынешнее поколение? Чему отдает предпочтение? С этим вопросом мы обратились к Борису Шаликовичу. Молодежь в основном, конечно, больше востребована энциклопедическая, такая направленная литература по разным отраслям знаний. Бывают такие неожиданные моменты, когда учащиеся школ, старшеклассники, приходят, изучив «Войну и мир», на Толстом не останавливаются. Его хотят читать другие вещи или других авторов. Пушкина вообще досконально хотят знать. Наши авторы, Гогуа очень востребован, Баграт Шинкба востребован, Иван Папаскир, все наши поэты, особенно вот последняя изданная антология абхазской поэзии, где представлены все наши поэты, эта книга сейчас очень востребована. Однако нам стало интересно, а что же читает сам директор Национальной библиотеки? Я фактически для себя, для души, вот только дома читаю Диккенса. Вот я решил, все 27 домов Диккенса прочитываю. Он мне очень близок, этот автор. Уникальный человек, его художественное слово меня трогает. В библиотеке, как и везде, существует масса проблем. Однако надо отдать должное коллективу, он не пассивно ждет помощи извне, но и сам что-то делает для их решения. Именно книга должна быть поворотным началом всего того, что мы сегодня возрождаем. Для этого, в первую очередь, ремонт, увеличить на комплектование, финансирование и, конечно, решить проблему кадров по ведению библиотечного дела в республике. После войны библиотека получила в дар от Полы Гарб компьютер для создания и хранения базы данных. Мы вводим литературу, хотим создать электронный каталог, чтобы читатель, студент пришел с нужной литературой, чтобы мы сразу могли ему дать нужную информацию и направить, в каком отделе эта книга находится в данный момент. Библиотека обладает и уникальными изданиями. Был составлен список книг, изданных до 2018 года. Их оказалось около 10 тысяч. Среди них есть раритетные книги. Абхазская книга востребована сегодня во всем мире. Так, например, с просьбой приобрести книги Тарба и Куправа в библиотеку обратился Колумбийский университет. А библиотека Конгресса США запросила фразеологический словарь Касланзе. Книга делает для ума, для того, чтобы из человека сделать высокообразованным, высококультурным, с которым будет легко потом и работать, и трудиться, и быть гражданином страны, понимаете, проблем. В первую очередь, наверное, надо начинать с библиотек. И хотя порой нам кажется, что телевизор заменил нашим детям чтение, книги и знания, которые они несут, будут всегда актуальны и ничем не заменимы.